17 сентября в понедельник – это Международный день донора костного мозга. Многие еще помнят акцию по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга, которую чуть больше года назад стихийно организовала Мария Садовникова. Мария лечилась от лейкоза и была необходима донорская пересадка костного мозга. Сегодня Мария у нас в гостях. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Мы знаем, что акция по сбору, правильно, как будет сказать? Да, по сбору крови. Крови, да, Для типирования. для типирования да, проходит в эти дни, да? Скажите, где можно будет сдать? Сегодня и завтра кровь на типирование можно будет сдать в клинике инвитро на Орджоникидзе 22 в самом центре города. Это буквально случится сегодня и завтра, да? Да, сегодня до 12 часов и завтра в субботу специально для работающих с 8:30 до 11 утра. А вообще кто может стать донором? Донором может стать любой здоровый человек, ну, естественно, желающий сам, от 18 до 45 лет, это основные требования, и вес обязательно от 50 килограмм. Также без противопоказаний основных, это самые распространенные, это гепатиты всех видов, кожные болезни, ну, язвы, ну, такие острые сильные болезни. И донором может стать любой человек, который может стать донором обычной крови, то есть, которые сдают кровь вот на для донорство. переливания, да? Да, для переливания. А много ли в этом случае берут кровь? Для типирования пока что на данном этапе, вот сегодня, например, берут всего лишь 9 миллилитров, это одна пробирка. Ну, совсем мало, да? Да, грубо говоря, как будто бы анализ сдать. А потом, если вдруг донор уже подходит кому-то, то уже там отдельная процедура, естественно, самого донорства. А пока для типирования достаточно всего лишь одной пробирки. А безопасно ли это для самого донора, вот, сдавать кровь? Для донора абсолютно безопасно. Ну, как бы абсолютности тут не может быть безопасно, потому что, во-первых, очень редкий случай совпадения, потому что совпадение генотипов это очень такое вот редко может быть. Поэтому из сдавших, например, в прошлом году и в этом году, если один человек найдется донор среди вот сдавших, это будет уже чудо. Поэтому как бы не надо бояться, что все пойдут донорами там. Ну и даже вот если подошел, то все происходит под очень трепетным отношением врачей и трансфузиологов, поэтому все там достаточно безопасно. Максимальные какие-то там опасности могут быть только связаны с общим наркозом, который встречается и в других случаях. Ну, в других операциях, Да. обычных даже, да? А почему важно вообще пополнять вот российский регистр? Ну, российский регистр важно пополнять, потому что шанс найти донора среди своих земляков гораздо выше, чем вообще где-нибудь в международном, например. Потому что каждая нация, страна, регион имеет свой генотип. По генотипу очень сильно отличаются все люди. И, во-вторых, основная причина тоже, что это дорого. Даже поиск в российском регистре, поиск донора стоит до 300 тысяч рублей. А если уже нету в российском регистре, то в международном регистре поиск это где-то от 1,5 миллиона рублей. А вот в российском регистре у нас всего лишь еще 100 тысяч человек есть, нет в базе доноров, да? А в международном их несколько миллионов, там где-то 20 миллионов может. То есть, конечно, в международном найти проще, то есть не проще, а больше шанс. Но это дорого. В прошлом году вы проводили уже подобную акцию, да? Вот сколько человек откликнуло, сколько вы собрали? В прошлом году мы собрали 660 пробирок. Это с учетом того, что очень многие, еще очень много людей пришли к нам на акцию, но по противопоказаниям они не смогли сдать на типирование, потому что есть еще временные противопоказания, такие как беременность, грудное вскармливание, потому что гормональный фон нарушен, и они не могут стать сейчас донорами. Но они, вот в прошлом году те, кто пропустил, переходят сегодня-завтра. Потому что уже есть такие, которые набрали вес до 50 килограмм, закончили грудное вскармливание. А почему вот возраст такой вот до 40 лет? Почему вот свыше 40 нельзя? Потому что в регистр люди входят примерно, вот ты вошел в регистр, и, может быть, ты только через 2-3 года попадешь кому-то донором. А к тому времени уже человек может состариться и
Ясно. Поэтому Спасибо, Мария, за интересную познавательную беседу. Я желаю вам удачи в вашей Спасибо. акции. Дорогие друзья, сейчас реклама, не переключайтесь.